Глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов поздравил женщин республики с Днем Матери. Цитата. «Поздравляю наших дорогих женщин с Днем Матери, праздником, в котором столько тепла, благодарности и уважения к самым близким людям. Все лучшее в нас – это продолжение материнской любви, труда и мудрости. Именно они учат нас уважать старших, беречь традиции и обычаи своего народа, жить с открытой душой и сохранять веру. Благодаря им не прерывается связь поколений, которая делает наш народ единым и сильным. Особые слова хочу сказать матерям, чьи сыновья сегодня участвуют в СВО. Их мужество, терпение и вера в своих сыновей достойны самого глубокого уважения. Они каждый день ждут, молятся и надеются. Мы рядом с вами и будем делать все возможное, чтобы поддерживать вас. Президент России всегда подчеркивает, все участники специальной военной операции – герои. Это люди в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг. В прошлом году наша семья, все мои родные и близкие пережили тяжелую утрату. Не стало нашей мамы Аминат. Теперь как никогда понимаем, какую пустоту оставляет уход самого родного человека. Очень не хватает ее голоса, слов, тихой, но такой важной заботы. Берегите своих мам и цените каждое мгновение, проведенное вместе. Дорогие наши матери, пусть в ваших домах царят мир и благополучие, в сердцах спокойствие и радость, а семья всегда будет рядом. Пусть вас окружают уважение, забота и внимание, которых вы по праву заслуживаете». Цены в Ингушетии в октябре 2025 года по сравнению с сентябрем выросли на 0,5% за месяц. Заметно подорожали продукты питания, в то время как цены на непродовольственные товары и услуги росли меньшими темпами. Годовая инфляция в Ингушетии ускорилась до 6,2%, но сохранилась заметно ниже общероссийского показателя, где рост цен за год достиг 7,7%. 2 декабря 2025 года в городе Малгобек будут проводиться антитеррористические учения. В связи с этим правоохранители обращаются к жителям города и района с важной просьбой не поддаваться панике и не устраивать беспорядки. Учения направлены на повышение готовности силовых структур и правоохранительных органов к действиям в условиях возможной террористической угрозы. В ходе мероприятий возможно временное ограничение движения транспорта и пешеходов в отдельных районах Малгобека. Жители просят с пониманием отнестись к возможным неудобствам и сохранять спокойствие. Представители силовых ведомств подчеркивают важность того, чтобы граждане не мешали работе спецслужб и следовали всем указаниям сотрудников на месте проведения учений. Это позволит обеспечить безопасность населения и успешное выполнение поставленных задач. Защитить свой аккаунт на госуслугах от мошенников теперь можно с помощью близкого человека. Минцифры России запустила новый сервис «Доверенный контакт». Его задача – сделать восстановление пароля максимально безопасным и не дать злоумышленникам завладеть вашими персональными данными. Теперь, если вы забудете пароль или мошенники попытаются его взломать, система отправит запрос не только вам, но и вашему доверенному лицу. Это может быть супруг, взрослый ребенок или любой другой человек, которому вы доверяете. Подключить функцию просто. Для этого нужно зайти в свой личный кабинет на госуслугах, перейти в раздел «Безопасность» и добавить контакт, указав номер мобильного телефона того, кому вы доверяете. С 24 ноября по 7 декабря проходит уже 3-й всероссийский цифровой диктант. Проверить свои знания смогут все. Главная цель – научиться лучше распознавать угрозы и избегать типичных ошибок при работе с личной информацией в сети. Организаторы подошли к задаче творчески. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, которые представлены в виде жизненных ситуаций из жизни семьи Логиновых. Так что скучно точно не будет. На прохождение теста дается 40 минут. Перед началом необходимо авторизоваться через портал госуслуг. Диктант проводится при поддержке Минцифры России и Роскомнадзора. Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных. Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему человечеству об ответственности за братьев наших меньших. Неудивительно, что девизом этого дня стали слова маленького принца из произведения Антуана де Сент-Экзюпери «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем людям. В России День домашних животных отмечается с 2000 года по инициативе Международного фонда защиты животных. Кошек, собак, кроликов, попугаев и другую живность россияне очень любят. Кстати, согласно статистике, у каждого второго жителя страны есть питомец. Кошки и собаки – одни из самых популярных. Сегодняшняя дата призывает всех присоединиться к этому доброму и важному празднику.